Политика Коммунистической партии Китая по размещению китайцев в Восточном Туркестане продолжается. По последним данным, китайские власти открыли в Восточном Туркестане консультационные центры для демобилизованных солдат, желающих остаться в регионе. Туркестан Пресс сообщает, что число таких центров, расположенных в различных регионах Китая, достигло 1294. Но несмотря на то, что среди содержащегося в лагерях населения Восточного Туркестана немало академиков, ученых, интеллигентов и деятелей искусства, коммунисты утверждают, что задержанные уйгуры являются необразованными бездельниками и под предлогом борьбы с террором и экстремизмом продолжают подвергать их жестоким репрессиям. По словам мэтра тюркской музыки Буниамина Аксунгура, одним из важнейших отличий одного народа от другого является культура, включающая в себя образ жизни, форму речи и музыку. Ответив на вопросы поклонников, связанные с музыкальной культурой, Аксунгур сказал следующее: «Мы оставили свой особый след в мире музыки. На сегодня существует мнение, что мы, турки, переняли у византийцев 12 макамов. Однако у уйгуров в Восточном Туркестане, не имевших никаких связей с византийцами, также есть свои 12 мукамов. В свою очередь у турков, узбеков и азербайджанцев также имеются различные мукамы, большинство из которых присутствует в нынешних музыкальных произведениях». После решения Индии отменить самостоятельность Кашмира, китайское правительство сделало официальное заявление. Министерство иностранных дел Китая, который контролирует 20% от территории Кашмира, заявило, что Индия в одностороннем порядке внесла изменения в законодательство, тем самым нарушив территориальную целостность Китайской Народной Республики. Китай, добивающийся сохранения статуса кво Джамму-Кашмира, призвал Индию быть осторожной по отношению к пограничным вопросам. В заявлении китайского министерства индийское правительство было призвано к выполнению условий договоренности, достигнутой между сторонами. В ходе рейдов, устроенных в 7 пищевых перерабатывающих предприятиях штата Миссисипи, было задержано 680 иммигрантов. Для недопущения побега незаконных мигрантов по периметру посевных полей было размещено около 600 сотрудников иммиграционной полиции. Министерство юстиции США сообщило, что многоплановые рейды ведутся в рамках уголовного расследования. Подробности спецопераций не разглашаются. Из-за постоянных унизительных высказываний Трампа в адрес иммигрантов в обществе США выросла ненависть по отношению к переселенцам. Министр обороны Ирана Амир Хатами предупредил, что участие Израиля в международной коалиции, которую Вашингтон планирует создать в Персидском заливе, может привести к катастрофе. Хатами, подчеркнувший, что США является источником проблем в регионе, сделал следующее заявление: «Военная коалиция, которую хотят создать Соединенные Штаты Америки под предлогом обеспечения безопасности для своих судов, вызовет нестабильность в Персидском заливе».